Это блюдо у меня готовила бабушка, потом мама, и они меня научили это готовить. Это, кстати, моя самая любимая речная рыба. Потому что я сама из Камского устья, родом из деревни Ишимово, и мы жили около речки. И постоянно у нас в доме была рыба, поэтому мы частенько делали это блюдо. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Наше кулинарное путешествие продолжается, и сегодня мы посетим район, который называют «Жемчужиной Республики Татарстан». Конечно же, это Камское устье. Камско-Устинский район Республики Татарстан. Находится на западе республики на правом берегу реки Волга. Граничит с Тетюшским, Апастовским, Верхнеуслонским районами. А по акватории Куйбышевского водохранилища с Лаишевским и Спасскими районами республики. Район был образован 10 августа 1930 года. Административный центр – поселок городского типа Камское устье. Он был основан в 1650 году и первоначально носил название Богородское. Численность населения – около 15 тысяч человек. Дорогие друзья, напоминаю, что мы гостим в Камском устье и прямо сейчас начинаем готовить с директором районного краеведческого музея Расимой Идиатовой. Расима Исямиса, здравствуйте. Здравствуйте, Исямис Руслан. Это вашему музею от нас небольшой презент. Как бы сказать по-татарски, кишкинегина кустенеш. Ну, судя по пакету, не только кишкина. Откройте, пожалуйста. Это бейсболка Можно гербом я нашего примерю? района, конечно. Так. Оп, рахмат. И вот бокал. Видно тоже Камское устье, которое было снято прямо вот здесь, отсюда. Да, действительно, мы готовим прямо на берегу Камского устья, на слиянии реки Кама и Волга. Здесь очень красиво, но я надеюсь, будет очень вкусно сегодня. Надеемся, Алла Берса, будем стараться. Расима, расскажите, пожалуйста, какое блюдо мы сегодня будем готовить? Сегодня мы с вами, Руслан, будем готовить чисто татарскую, деревенскую, старинную рыбную тыбе. Если по-татарски сказать, болок тебесе. Балык тебяса, кстати, я слышал о нем, но ни разу не готовил. Давайте попробуем. Что это за рыба? Это, конечно, судак. Это блюдо у меня готовила бабушка, потом мама, и они меня научили это готовить. Это, кстати, моя самая любимая речная рыба. Потому что я сама из Камского устья, родом из деревни Ишимово, и мы жили около речки. И постоянно у нас в доме была рыба, поэтому мы частенько делали это блюдо. Для этого сначала надо, конечно, поймать рыбу, почистить, помыть. То есть самое легкое для нас уже сделали. Поймали, почистили, помыли и даже пожарили. Даже пожарили. Так, берем сначала сковородку, берем масло. Растить сливочное. Сливочное масло. Вы мне поможете, конечно, сегодня. Так, и смазываем. Смазываем. Расскажите, пожалуйста, Расима, вот здесь, в Камском устье, какие еще татарские блюда популярны? В нашем Камском устье 54,7% татары живут, 42,3% русские и 3% у нас из разных национальностей. У нас в татарской кухне постоянно пекут треугольники, кубадю, То есть классические балеш, пушман, габадия, балеш. хворост, А вот баурса. начинка беляша какая? Сейчас же модно с полбой, там еще с чем-нибудь, с гречкой. Делают у нас и с рисом, и с мясом. С мясом, с картошкой, и с рисом, там, с курагой, с сисю. То есть сладкий бялиш. Сладкий бялиш, Вы, хорошо, получается. ваши любимые блюда, вот кроме балык тебяса еще? Я люблю костой. Костовы. В следующий раз приедем, обязательно попробуем приготовить. Хорошо. Так, смазали сливочным маслом. Сливочное масло берем посуду. И вот сейчас мы как раз самое основное-то и будем делать. То есть здесь все как для обычного омлета, да? Да, лично. Молоко, яйца, все смешиваем. Да, все смешиваем. Расима, расскажите, пожалуйста, немного про историю Камского устья, про историю района. Камско-Устинский район – это жемчужина Татарстана. Когда в 1995 году по деловым визитам у нас побывал Борис Николаевич Ельцин, и он тогда сказал: Камское устье – это жемчужина природы. У нас действительно очень красиво. Это надо обязательно увидеть и обязательно об этом сказать, потому что у нас природа изумительная, очень красивая. Великие реки Восточной Европы, Волга и Кама, сливаются в этом месте поистине великолепнейшее устье шириной
42 километра. 42 километра, то есть расстояние до другого берега. Да, вот где мы вот стоим, чуть подальше, вот где гора Лабач, оттуда вот где, это вот как середина Волги. На самом деле можно сказать, что мы находимся в нашем Татарстанском море, на побережье моря. Да, Ведь совершенно с некоторых верно. краев не видно другого берега. Да, это ныне Камское устье, раньше называлось село Богородское. Оно образовалось в 16 веке, и до 30-го года оно называлось село Богородское. В районном краеведческом музее хранятся бесценные экспонаты о прошлом поселка Камское устье. Я сегодня, Руслан, вас приглашаю в районный краеведческий музей своими глазами все вот это увидеть. А давайте не будем тянуть и прямо сейчас посетим ваш музей. Здравствуйте, Сәмісіз. И Сәмісіз, Руслан. Мы рады приветствовать вас в нашем районном краеведческом музее. Наш музей был основан 21 ноября 1987 года, в год 70-й годовщины Великого Октября. Основателем нашего музея является Драгунова Мария Александровна. Она более 20 лет руководила нашим музеем. В нашем музее 5 экспозиционных зала. Это природный зал, исторический, военный, выставочный и современные залы. Ну вот сейчас я вот вижу перед собой карту, да, карта вашего района. Да, это карта нашего района. На этой карте можно увидеть 53 населенных пункта, которые есть в нашем районе. Из них 3 поселка городского типа. Это Камское устье, районный центр, поселок имени Куйбышевский затон и поселок Синишево. Добро пожаловать в наш исторический зал. Этот зал посвящен истории нашего района, который был основан в начале 17 века как небольшой рыбацкий поселок. Здесь жили не крестьяне, а монастырские слуги. Позже, уже в середине 17 века, постепенно село превращается в земледельческое и торговое село. А это что за экспонат? Это прялка, это старинная прялка. Это оригинал. Это оригинал, да. И в этом зале очень много экспонатов конца 19-го, начала 20 века. Экспонаты этого зала были уже собраны в начале 80-х годов основателем нашего музея Марией Александровной. Здесь у нас представлен русский быт и татарский быт, и предметы, которые вот использовались в то время. В селе Богородском издавна были базары по субботам, и была большая базарная площадь. Постоянно действующие 22 лавки были в то время. И вот здесь вот как раз интерьеры этой лавки и представлены экспонаты того времени. Здесь можно увидеть посуду, угольные утюги, денежные знаки. Очень интересный маленький самовар. Среди экспонатов есть у нас особенные экспонаты. Это вот, например, дорожный утюг. То есть совершенно маленький. Такой утюг с собой брали в дорогу и использовали для глажения маленьких предметов одежды, воротничков, манжетов. И самое интересное, что здесь написана даже цена 30 копеек. В селе Богородском, раньше так называлось Камское устье, издавна была пристань. Одновременно даже не одна пристань, а несколько пристаней. Это торговые и пассажирские пристани. И ежедневно здесь шла перегрузка грузов, в основном зерна, хлеба. Здесь вот как раз на стенах фотографии 1916 года, где вот прекрасно видно пристани. То, что я говорил, несколько пристаней. Здесь вот видно 4 пристани, и село Богородское с Волги видно. Интересный такой факт. Фотографии «Бурлаки на Волге» Илья Репин сделал зарисовки к этой картине, стоя на горе Лабач. И вот появилась картина «Бурлаки на Волге». Приятно тем, что это в нашем районе именно, с нашей горы Лабач. В нашем музее есть небольшой уголок, посвящен Бахтыгурманче, народный художник Татарстана, РСФСР, заслуженный художник Казахстана. Бахтыгурманче родился не у нас, он родился в деревне Кулчеркен Буинского района, но ему было около 6 лет, когда они переезжают в наш район. Живут они в деревне Малые Салтыки. И в память о нашем районе, о нашем крае он пишет картину «Сенокос в Салтыках» в 1979 году. Ее свекровь была близким другом Бахтыгурманче. И даже в пожилом возрасте он приезжал к нам в наш район, посещал
Любил общаться с родственниками, ровесниками. И в память еще о нашем районе написал картину «На Волге». Как раз вот здесь у нас гора Лабач в картине. Теплоход. Теплоход. Вот одна из последних работ его из гипса «Русалка». Современный зал представлен в послевоенном, уже современном этапе своего развития. В нашем районе несколько промышленных предприятий. Один из них – это Камский-Устинский гипсовый рудник, построенный еще до революции. Во время революции завод был разрушен и восстановлен в 1921 году. А с 1925 года здесь начались подземные работы по добыче гипсового камня. На сегодняшний день добывается здесь более 600 тысяч тонн гипса. И еще один завод у нас недавно построили в 2013 году около села Сукеево. Завод по добыче и переработке гипсового камня. Добываются огромные куски камня, и в процессе фракции получается такой перлитовый песок. Из этого песка уже делается готовая продукция. Это наливные полы, гипсокартонные плиты, штукатурка, шпаклевка. Природный зал нашего района. Здесь 17 видов птиц и животных, которые обитают в нашем районе, вернее, скульптуры, таксидермических скульптур этих животных и птиц. 3 вида из них занесены в Красную книгу, то есть считаются исчезающими. Это желтоклювый неясень, лунь полевой, орлан белохвост. Среди этих животных тоже есть интересные виды. Это, например, енотовидная собака. Относится к семейству совых, но в отличие от собак они впадают в спячку. То есть зимой они спят? Зимой они спят. Большое спасибо вам за экскурсию. Она была очень интересной, познавательной. До новых встреч. Рахмет. Рахмет, Эрсан. А мы продолжаем готовить балык табясы. Яйца мы уже взбили, смазали растительным маслом сковороду. И сейчас что делаем? Теперь вы, Руслан, перекладываете рыбу пока. Ага. А я буду резать лук и укроп. Расима, вот мы находимся сейчас в таком красивом месте, да, и весь вообще район Камское устье – это действительно очень красивый, один из самых красивых районов Республики Татарстан. Мне кажется, здесь должны рождаться талантливые люди. Вот расскажите о ваших известных соотечественниках. Да, действительно, у нас не только природа красивая, у нас очень замечательные люди, добрые душой и очень красивые не только по внешности, и душой очень красивые. Я бы хотела отметить выходцев из нашего района. Ибрахим Гази, Флора Сулейманова, Раис Софиуллин, Туфан Абдулович Минуллина. У нас в районном центре есть музей Туфана Минуллина. Мы тоже сегодня, Руслан, я вас тоже туда приглашаю, мы тоже посетим музей Туфана Минуллина. И отдельно хотелось бы сказать еще о Баки Урманче. Баки Урманче так-то родился в Буинском районе. Когда ему было исполнилось 6 лет, они переехали с семьей в наш район, в деревне Малые Салтыки. Он всегда приезжал в наш район, и он любил очень наш район. Писал картину «Гора Лабач». Вот неподалеку от нас отсюда видно гора Лабач. И в нашем музее есть вот эта картина. Там нарисованы женщины и мужчины. И вот это одна из женщин, до сих пор она живет в Малом Салтыке. Ее зовут Нурфиапа. Действительно, богата земля Камского устья талантами. Ну, мне кажется, и у вас, Расима ханым, тоже есть талант. По секрету я узнал, что вы красиво поете. Спасибо, я стараюсь. Какой красивая песня? Я сегодня спою песню про Камское устье «Гузяль Камы Тамага», который сочинил наш земляк. Слова Нариман Камалова, а музыку сочинил Нариман Хасанов. Шалы каманың зуриделге, ушылған бір жерінде, зәңгәрі сыйық, тұман ашы, ақшарылақтай көріні. Пештен көзінің маяғы, güzel kama tamağı. Beşten gözünün mayağı, güzel kama tamağı. İdili kama akşarılıklar, ak
пароход долқыны Букетсыман уч түбіне жиған ол матурлықны Емлідесің тау яғы Güzel kama tamağı Yemlidesің тау яғы Güzel kama tamağı Бекзор рахмет, Бекзор рахмет. Теперь мы продолжим, Руслан. Давайте берем это обратно сюда. Маленько кладем. А можно все? Я, кстати, очень люблю, когда много лука. Ну, давайте много тогда все укропчика. полностью. Так, молоко. Молоко. Молоко, я так понимаю, тоже деревенское. Все деревенское. Так, Яички тоже деревенские. так, лучок. И мы сейчас заливаем нашу рыбу. Да, сначала маленько Так, добавляем. давайте, я помогу. Маленько Так. добавляем перца. Перчика. Сколько по времени все это готовится в духовке? 15 минут всего. Всего лишь 15 Всего минут? лишь 15 минут. Так, вы будете заливать, наверное, Руслан, да? Так, бисмилля рахман рахим. Это у мужчин хорошо получается. Чтобы все равномерно было. Да. Красота! Теперь вот это все отправляем в духовку на 15 минут. Итак, на 15 минут наше блюдо балык табяса отправляется в духовку. А для вас, дорогие друзья, по традиции реклама на канале ТНВ, после которого мы приготовим еще одно блюдо. Балык табясы. Яйца взбили, добавили к ним мелко нарезанную зелень, молоко, посолили, поперчили и еще раз перемешали. Предварительно обжаренную рыбу выложили на смазанную сливочным маслом сковороду, залили яично-молочной смесью и поставили в духовку на 15-20 минут. Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, мы сегодня готовим в Камском устье вместе с Расимой Идиатовой. Бекзор рахмет сизге. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Первое блюдо у нас балык табясы, оно уже в духовочке готовится, и к нему мы приготовим что? Мы теперь легкий салат сделаем, овощной легкий салат сделаем. С удовольствием. Итак, Вы будете помидорчики, резать помидоры, огурчики. огурцы, я перца. лук, лук. перец, все классически, все, что есть в огороде, прямо сейчас нарезаем. Расима, насколько я знаю, первые записи о Камском устье, об этом районе были еще в 16 веке. Да. О чем это говорит? О том, что, скорее всего, очень много исторических достопримечательностей. Расскажите, какие, если они есть. Да, у нас достопримечательные места в районе очень много. Гора Лабач, вот недалеко отсюда видно. Юрьевская пещера, озеро Байкуль, усадьба Гагарина. То есть есть что Колодец. приехать посмотреть. Да, конечно. У нас район очень красивый, как мы вначале сказали. Туристы к нам очень часто приезжают. Достопримечательные места у нас очень много. То есть созданы условия для того, чтобы не только посмотреть район, но и провести здесь приятное время. Да, конечно. А ваше какое вот любимое место отдыха с семьей здесь, в Камском устье? Мы постоянно любим побывать с детьми в Юрьевском пещере. Когда дети маленькие были, мы туда ездили частенько. И сейчас мы посещаем Юрьевские пещеры. Нам очень Чем там же они нравится. знамениты? Что же там интересного? Там природа очень красивая. У нас в Камском везде природа очень красивая. Но детям вот Юрьевская пещера чем-то ближе. Они постоянно там интересуются, маленько заходят, смотрят, как Не там страшно красиво. там? Не страшно? Можно же там Нет, я заблудиться? там сама побывала несколько раз, там не страшно. Когда вот заходишь, просто маленько как-то жутковато, а потом заходишь и ощущаешь себя, как будто ты ходишь в двухэтажном доме. Там очень красиво. Расима Ханым, я знаю, что кроме сельского хозяйства у вас очень развита промышленность. Да, совершенно верно, в Камском устье. Единственно в Татарстане у нас в Камском устье перерабатывается гипс. Он и добывается здесь, и перерабатывается. И добывается, и перерабатывается. У нас
Тенишевский рудник был открыт в 1911 году. Это единственный гипсовый рудник в Татарстане. И в России еще есть такой же рудник около Москвы. То есть всего в России 2 рудника, здесь и около Москвы. Да, у нас в 2013 году еще село Сюки, в Сюкийском взвозе, вернее, открылся еще второй гипсовый рудник. Там не только добывается и перерабатывается гипс, они выпускают свою продукцию. А который вот добывается в Тенишевском руднике, гипс используется не только в строительстве, но и в медицине. То есть настолько хорошее качество у него. Да, совершенно верно. Так, а мы добавляем в салат помидоры. Прошу, давайте вместе. Опа. Добавляем огурчики. Перцы добавляем. Немножко. Перчик. Лучок. Помидорчики. И все это заливаем растительным маслом. Ну, можно же и деревенской сметаны, например. Да, конечно, но сегодня у нас сметаны с собой Опа. нету. Немножко соли. Немножко соли. Классический, вкусный, летний деревенский салат. Накрываем на стол и будем пробовать оба наших блюда. Летний деревенский салат. Огурцы, помидоры, сладкий перец и репчатый лук нарезали, посолили, поперчили и заправили растительным маслом. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно, не забываем подписываться на наш вкусный канал на Ютубе. Расима ханым, посмотреть, как все у нас красиво получилось. Прям не терпится попробовать настоящую камскую рыбку. Ну, приступим? Давайте. Так, очень все красиво. Рядом мы красиво положили наш салатик. Хочется, чтобы вот и рыбка попала. И табия, бисмилля кунахым. Настолько сочно, настолько свежая рыба была. Здесь только стоит поаплодировать. Очень вкусно, тем более, когда готовишь на берегу прекрасного Камского устья, когда готовишь в хорошей компании и с отличным настроением. Биг тамли. А на этом наше кулинарное путешествие в Камском устье не заканчивается, потому что следующая программа пройдет также здесь, в этом красивом месте. Уверен, мы увидим много интересного и, конечно же, приготовим еще что-то вкусненькое. Сизга Бигзур Ахмед. До новых встреч. Рустам Сизга Бигзур Ахмед. Спасибо огромное вашему передачу. Смотрите нас на канале ТНВ. Это программа «Секреты татарской кухни». С нами, как всегда, вкусно. Пока-пока.